Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу сердечно поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что уже у вас на пороге? Если тема интересна, посмотрите, пожалуйста, на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя, так и спросите, что уже у меня на пороге. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы желаем узнать. Так, что у вас на пороге? Страсти. Страсти у вас на пороге. Вы знаете, здесь какое-то массовое шумное мероприятие. Либо вы будете приглашены на это мероприятие. Может быть, сами вы организуете это мероприятие. В любом случае будет очень интересно, очень весело. И что-то произойдет, вот знаете, из такой серии, что вас вдохновит. Либо человек, либо ситуация, может быть, чье-то предложение, либо чье-то участие. Да? Здесь именно идет момент вот истины, открытия пути, понимания процессов и, конечно же, помощь идет. Мои дорогие, здесь еще у кого-то будет страсть. Страсть, причем такая, знаете, изнутри испепеляющая. Там просто это не костер, это какая-то печь. Причем на самых высоких температурах. Два человека абсолютно разные. Два человека, случайно столкнувшись взглядом, просто друг от друга не смогут оторваться, насытиться друг другом. Здесь, знаете, как вы вдвоем и весь мир подождет. Безумное влечение, безумные страсти и просто шквал эмоций. Вот что вы получите. Гореть будете друг к другу ярче любого пламени. Но будьте аккуратны, потому что ваша страсть может вызвать зависть. Зависть людей, ну, скажем так, обделенных, либо ущербных, либо, в принципе, изнутри прогнивших. И могут пойти разговоры, и могут пойти слухи. И мало ли что может пойти. Да? Ну, люди любят кидать грязь, поэтому будьте аккуратны. Страсти страстями, но по сторонам поглядывайте. Особенно если кто-то из вас, например, не свободен. А может быть, вы в четырехугольник попадете. Что могу сказать? В принципе, да, треугольники, четырехугольники — это, конечно, плохо. Но если сердце зовет, и если это настоящее чувство, как можно сердцу запретить? Как можно заблокировать вот свое счастье? Мои дорогие, с умом подходите. Хотя я вижу, что напрасно я вам это говорю. Здесь не ум будет решать, здесь будет сердце все-таки, да? Зов сердца, зов тела. Вот что у вас будет происходить. Так, мои дорогие. Еще очень важный момент у вас на пороге — это примирение либо восстановление в отношениях с дорогим и близким вам человеком. У кого-то это муж, у кого-то это кто-то из родственников, да, из самых-самых близких. Я вижу, что вы сможете договориться. Вы очень скучаете по этому человеку, и он очень скучает. Но какие-то вы оба слишком упрямые, может быть, гордые, либо чрезмерно обидчивые. Я вижу, что здесь будет какой-то взаимный шаг. То есть и вы пойдете навстречу, и к вам пойдут навстречу. Где-то посерединочке вы встретитесь, и между вами вот эта звездочка любви и счастья, она загорится. То есть не можете вы быть друг без друга, и враждовать вы тоже не можете. Вы обязательно помиритесь, договоритесь, знаете, обсудите эту ситуацию и сделайте со своей стороны, а ваш оппонент со своей стороны все, чтобы такие ситуации в вашей жизни больше никогда не повторялись. Так, следующий момент. Момент каких-то дорог.
Дороги у вас почему-то петляют. Петляют. Возможно, потому что вы не планируете свои пути, либо планируете без каких-то, может быть, погрешностей. Когда вы отправляетесь в путь, либо думаете, да, всегда заложите себе где-то полчасика, да, 20-30 минут на всякие непредвиденные ситуации. Для вас это будет и хорошо, и полезно. И вы сможете избежать лишних телодвижений и каких-то, может быть, переживаний и расстройств. Дальше, мои милые, кто у меня работает сам на себя? То есть это может быть любой вид работы, свой собственный бизнес, может быть, вы фрилансер, сидите там, например, на дому работаете, для кого-то выполняете какой-то определенный объем работы. Будьте аккуратны, потому что ваш заказчик либо работодатель попытается немножечко схитрить, где-то вам не доплатить. И возможно даже такая ситуация, что человек, желая сэкономить, да, и удержать эти деньги, может вам, скажем так, наврать, да, будем говорить прямо, наврать, в чем-то, может быть, даже обвинить, сказать, что вы там что-то там не так-то делали, не сделали, каких-то ошибок допустили и прочее. Значит, вы не теряйтесь, не переживайте, не расстраивайтесь, пусть покажет, где вы были неправы, пусть докажет, потому что здесь именно идет хитрость со стороны человека, который вам оплачивает. Будьте аккуратны, не дайте себя заморочить, да, и не дайте человеку возможности с вас, да, лишнюю эту копейку сбить. Так, еще важный момент для тех, кто куда-то собрался в какое-то, может быть, путешествие, либо в дальнюю дорогу. Значит, милые, придется вам немножечко попереживать, понервничать. Это будет связано с какими-то, я не знаю, это бумага. Может быть документ, может быть деньги, у кого как отыграется. Значит, это не против вас работает. С такой проблемой столкнутся многие, кто будут в этот момент, так же, как и вы, тем же маршрутом следовать. Здесь нужна выдержка и, знаете, как каменное лицо, что ли, да. Не уходите в тоску, не уходите в печальку и не позвольте каким-то глупым требованиям либо нормативам испортить вам отдых, либо ваше путешествие, вашу поездку. Кстати, девочки, вот если ваш любимый к вам едет, это может быть муж, который возвращается с командировки, это может быть просто ваш возлюбленный, который едет на свидание, он также может столкнуться с какими-то осложнениями. И при этом осложнения какие-то, честно говоря, глупые, да, там какой-то маразм полнейший. И сложно будет понять, возможно, вы даже усомнитесь, да, а не обманывает ли меня мой любимый человек? Нет, не обманывает. Да, действительно, есть такой идиотизм в мире. И вот, к сожалению, да, ваш любимый человек как раз-таки стал жертвой именно этой ситуации. Не обманывает, говорит вам правду. Я вижу, что стремится вам человечек с сердцем, с душой и еще и с подарками, мои дорогие. Да, будете встречать, будете очень рады друг другу. Здесь будут какие-то бесконечно долгие разговоры. Вы будете говорить, да, вот такое ощущение, что наговориться вы не можете, как будто вам мало и дня, и ночи. Здесь просто какая-то безумная радость от встречи, от возможности посмотреть друг другу в глаза, там, не знаю, подержать друг друга за руку. Здесь даже не столько плотские эти утешения, да, утехи, сколько сердечная близость, да, и понимание, что вот, наконец-то мой любимый рядом со мной, все в жизни хорошо, все спокойно, могу теперь выдыхать и знать, все обошлось, все замечательно. Так, еще на пороге какой-то разговор длительный, но разговор какой-то либо в интернете, да, может быть, по какому-то мессенджеру вы будете общаться. Значит, цель этого разговора – это обман и мошенничество. К вам будут применены всякие там нехорошие технологии, будут пытаться вас, может быть, даже и несколько раз, да, с разных номеров как-то убедить, переслать, либо что-то, знаете, как будут выбивать с вас деньги, да, раскручивать вас на деньги. Это очень неприятно, но неприятнее будет другое. Те причины, которые вам будут называть. Начиная там от безобидных, что якобы там кто-то
взломал ваш там счет, например, в банке, заканчивая более какими-то подлыми причинами, вот связанными, может быть, с вашими близкими, родными людьми. Значит, мои дорогие, берегите себя, берегите свою психику. И в случае, если вам кто-то с неизвестного номера сообщает любого рода информацию, касающуюся вас, либо ваших близких, не паникуйте, возьмите себя в руки, постарайтесь перезвонить, например, лично в свой банк, да, уточнить уже сами, да, не с этим номером общайтесь, а сами. Если дело касается ваших близких, старайтесь дозвониться до ваших близких и уточнить, что происходит, что случилось. Потому что здесь какой-то просто наглый развод на деньги идет. Берегите себя и не дайте себя обмануть. Так, мои милые. Кто работает с клиентами? Клиенты, вот люди, почему-то вот люди идут, да, вы очень много людей, вот вы с ними работаете, принимаете, общаетесь. Значит, не исключено, что вам встретится какой-то очень благородный, сильный человек. Этот человек настолько восхитится вашим умением, профессионализмом, вашей подачей, вашим таким добрым сердцем. Человек может оставить вам достаточно высокие чаевые, либо какую-то благодарность в виде какого-то подарочка вам дать. И тут, знаете, тоже... С одной стороны, будет очень приятно, и да, вы действительно этого заслужили. Ничего тут плохого нет. Это не подкуп, это не какая-то там коррупция, упаси Господь. Это просто благодарность за то, как вы сердечно относитесь к людям, как вы профессионально исполняете свои должностные обязанности. Но есть в вашем коллективчике какой-то недобрый глаз, да, недобрый человечек. Глазки, кстати, маленькие и темненькие. Я не могу сказать, кто это, мужчина или женщина, но вот отличительная черта – это вот такие маленькие, крошечные прям глазки на лице, да, может быть, там большой нос, большие губы, там высокий лоб, огромные уши, а вот глаза такие какие-то маленькие-маленькие, вы знаете, на поросячьи похожи, и постоянно вот так они бегают туда-сюда, туда-сюда, вот прям... Вроде человек неплохой, да, а вот во внешности даже есть что-то, что отталкивает. Этот человек может распустить слухи о вас, обзавидовавшись, да, что вам вот сделали такой презент, и доставит это, может, вам неприятности. Да, придется понапрасну оправдываться, вы ничего плохого не сделали, но вам придется оправдываться. Если вас кто-то хочет отблагодарить, принимайте свой подарок с благодарностью и старайтесь, чтобы меньше глаз об этом и слышали, и видели. Да? Еще очень важный момент касается здоровья. По здоровью у многих людей могут быть какие-то симптомы. Я не могу сказать, что это. Но я вижу, что человек немножечко растерян, да, не понимает, что с ним происходит. Страшно, да, может быть и страшно. Но это не то, о чем вы подумаете. Вот. Это не то. Я знаю, что на Ютубе нельзя говорить про вот эту новомодную болезнь, но это будет не то, о чем вы подумаете. Это только, может быть, там у единиц отыграется. У большинства это будет обычная простуда, но в какой-то другой форме, да, либо как-то необычно будет начинаться. Значит, милые, не паникуем, не паникуем. Главное не напаниковать, потому что на панике вы можете усугубить течение, да, обычной простуды, допустим. Конечно, я никому не желаю, и пусть это, конечно, все в песке остается, но тем не менее я вынуждена вас предупредить. Это не то, о чем вы подумаете. И не надо себя там запугивать, накручивать. Это только усложнит ход событий, понимаете? Так, еще какая-то милая девушка, да, все мы девушки в любом возрасте, встретит интересного собеседника. Да, этот мужчина будет, знаете, такой вот соловей. Очень много будет говорить, очень красиво, по делу. Кстати, может быть, он и мастер своего дела. Может быть, вы с этим мужчиной познакомитесь по какому-то его профессиональному направлению, а может быть, он к вам, как к специалисту, обратится. И я вам советую присмотреться к этому джентльмену. Он интересен. И он очень перспективный, девочки. Вот если вы хотите стабильной, счастливой личной жизни, присмотритесь к этому мужчине. Он непростой, он
Он ваш судьбоносный, девочки. Но если вы его пропустите, то, в принципе, вы в будущем еще будете, наверное, встречаться, общаться с другими уже мужчинами. Но вот этот, он особо хорош, потому что очень много схожего с вами. Вот с ним вы как будто бы в зеркальце будете смотреться, да, и видеть же себя, свое отражение. У вас будут одинаковые вкусы, одинаковые увлечения. Такой хороший человек. Но знаете, он никогда не будет навязываться. То есть, если вам этот мужчина понравился, проявите какую-то инициативу. И инициатива — это не страшно, это не стыдно, и она не наказуема. Вот об этом помните. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.